сетям. А можете сразу какой-то пример привести, чтобы наглядно понять, о чем идет речь? Ну, сейчас, например, в принципе, касаемо правительства, практически весь цикл услуг, которые касаются этой сферы, можно осуществить в электронном. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной персонально ваш социолог Арсен Нуриджанов. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Ведется прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе. А также вы можете присылать вопросы нашему гостю с помощью СМС-канала +7 927 304 1051. Также к этому номеру привязан аккаунт в мессенджере Telegram. Туда вы тоже можете слать свои вопросы. Начнем с темы все-таки столетия республики, хотя вроде с воскресенья прошло 4 дня, а тема уже ушла на второй план, да, то есть ее и так вроде как особо активно никто не обсуждал, а недели нет, и уже как бы она забыта. На ваш взгляд, почему так происходит? Почему столь важное, значимое, казалось бы, историческое событие, оно, в общем, как-то замыливается? Мне кажется, здесь причина такая же, как и, например, со столетием революции в прошлом году, в 17 году, 2 года назад. События прошлого века, которые так или иначе связаны с советской эпохой, они сегодня становятся менее актуальными для населения. Проблемы, которые сегодня вот решает и власть, и граждане, и общество, оно сегодня как бы лежит вот в несколько другой плоскости. Поэтому вот эти вот какие-то датные такие вот вещи, которые не имеют отношения к сегодняшней жизни впрямую, они, да, это хорошо, здорово, что мы помним о том, что республика образовалась 100 лет, но образовалась она в совершенно иных общественно-политических формациях, при другом строе, при другой идеологии, и сегодня преемственности и строя идеологии нет, она отсутствует, и поэтому, соответственно, вот результат, грубо говоря. Да, понятно, что система сейчас власти, да, политический режим совершенно другой, но ведь для активистов национального движения это другое значение имеет, символическое больше, да. То есть для них не важно, что это было при большевиках, для них важно сам факт важен, что появилось республиканское образование, которого не было никогда в истории. Вот с этим как быть? И ведь еще предстоят столетия других регионов. Не будет ли у них пышнее в соседнем Татарстане, например? Ну, вот зависит от 3 факторов. Во-первых, если есть свободные деньги, можно гулять сколько... Ну, деньги есть, Уфа гуляем, да? Так. Да, поэтому тут, ну, сказать, знаете, вот, не знаю, надо посмотреть, вот что лучше. Я вот сейчас активно, как представитель домовых комитетов республики, активно участвую в передачах по вот как раз связанных с ремонтом подъездов, с ремонтом дворов, вот башкирские дворики, программ. Вот 1 миллиард выделяется на ремонт подъездов, 1 700 000 выделяется на ремонт дворов. Вот если вот положительные весы, что жителям важнее? Вот отпраздновать сегодня столетие или чтобы лишний двор отремонтировали, лишний подъезд? Ну, мне кажется, вот, очевидно, люди скажут, конечно, лучше дайте нам отремонтировать и сделать что-то полезное. И вот все, понимаете? Все сразу нивелируется. Конечно, я понимаю, что часть общества нашей республики, им важно сам факт того, что вот такая вот, ну, какая-то появилась там государственность, но это на самом деле государственности не появилась. Вот в чем дело. Вот это разделение на национально-территориальное деление, которое вот Ленин и Сталин предложили, оно фактически играло другую роль, понимаете? Оно играло роль приманки. Это так же, как известные лозунги большевиков: земля крестьянам, значит, там фабрики рабочим, понимаете? Ни землю крестьянам не отдали, ни фабрики рабочим, ни, соответственно, ни государственность титульным нациям, или, там, ну, или нациеобразующим территорию, грубо говоря. Поэтому никакой государственности у республики не было, а тот статус автономии, который он был в советское время, да, она, конечно, каким-то образом чуть выше была, чем у других автономий, потому что это была первая, и многие считали ее чуть не 16-й республикой союзной в составе Советского Союза. Но, тем не менее, особых преференций никаких это не принесло.
То есть по деньгам, бюджету, который распределялся в советское время, такие республики, как Грузия, Прибалтика, там все, они получали гораздо большие преференции, понимаете? А в то же время, как население, например, Татарии, Чувашии, Башкирии, оно считалось исконно российскими территориями русскими и по остаточному принципу, собственно, финансировалось. И отчасти это и явилось как раз вот в 90-х годах основой для вот развала такого центробежного разбегания республик, потому что многие на территории Российской Федерации не хотели жить тоже хорошо и видели, что соседние республики за счет нас, россиян, грубо говоря, живут лучше, и это не нравилось. Ну и тогда эту тему закругляя, вот президент Путин не приехал, и некоторые на эту тему рассуждают, что вот это символический шаг, жест. На ваш взгляд, это именно так, или это просто банальная занятость там, или... Я не вижу, ничего не вижу такого, чтобы указывало на то, что каким-то образом Путин не захотел поддержать своего ставленника и на временно исполняющего обязанности Хабирова, и вроде как, проявил какой-то жест, не знаю, не поддержки или там, не знаю чего. Вот вообще не вижу ни одного факта. Слушай, Матвиенко приехал, Полпред приехал, там главы других губерний приехали. И, понимаете, и в масштабах России все эти столетние юбилеи, они будут также проходить точно, абсолютно точно так же. Они не будут пафосными. Сегодня нет для этого основания. Вот если бы, конечно, сохранялся коммунистический режим, коммунистическая идеология, тогда бы, конечно, этому придавалось бы огромное значение. Потому что это идеологическая скрепа. Но сегодня это не является идеологической скрепой. Вот радиослушатель нам пишет: как жили в Совке, так и живем по указке Москвы. Это реплика по ходу нашей беседы. Слушайте, до этого еще там несколько тысяч лет жили по указке Москвы. Нормально, Москва столица наша, там верховная власть. А как вы хотели? Государственность, вот российская государственность, она, конечно, имеет корни, основания и власть в Москве. И поэтому по указке Москвы живем. Тут же. Ладно, сам Путин не приехал. Хорошо, что не по указке Вашингтона. Но президентский совет по правам человека в составе большой делегации приехал в республику и на протяжении всей этой недели ведет здесь активную деятельность. Причем, насколько я людей спрашивал, которые помнят многие годы, да и сам, в принципе, они вспомнят, что что-то подобное бывало в истории нашей республики. В жизни такого не было. Я давно живу в Башкирии. В смысле, с рождения я живу, конечно, в Уфе. Никогда такого не было. Вот. Впервые. И я вообще поражен, во-первых, объемом, во-первых, само по себе выездное заседание в республике. Я помню, что СПЧ периодически выезжает в регионы, но, как правило, это 1, 2, 3 представителя. Да? Были громкие случаи поездки в Чечню, в Ингушетию, да, на «Эхе Москвы» они достаточно подробно освещали в свое время. А так, чтобы во главе с Федотовым практически весь выездной совет приехал в республику, такого вообще в регионах такого нет. И я считаю, что это как раз знак того, что Центр ценит Хабирова и относится к нему с определенной, таким долей поддержки, пиететом, посылая ему сюда вот такую большую комиссию, которая приезжает сюда и в разгар как раз, когда сегодня практически республика ведет, определенные достаточно тяжелые переговоры с собственниками Сибайского карьера, да, я как-то говорил в эфире, еще раз повторю, для тех, кто не понимает, что сегодня фигура губернатора любого по сравнению с фигурой олигарха, такого, например, как владелец Сибайского карьера, да, это губернатор как пешка по сравнению с ферзем. У него нет абсолютно никаких рычагов, у него очень мало каких-то, в общем, сил в этом противодействии. И то, что сегодня приезжает сюда СПЧ, который едет в Сибай и занимается этим делом, это фактически поддержка Ради Фаритовича в нормализации этой ситуации. Получается, СПЧ имеет более высокий удельный вес, чем пешка. А что они могут? Они сейчас много нароют здесь неприятностей, да, и в преддверии выборов это может оказаться, наоборот, медвежьей услугой. Разве нет? Не только по Сибаю, если в целом брать ситуацию в разных областях нашей жизни. Вот это слово «нароют», да, я тоже был на заседании СПЧ и посмотрел, кто пришел, и с удовольствием отметил, что все-таки в республике много правозащитников,
много НКО, которые занимаются правозащитной деятельностью. Да, некоторые правозащитники, наверное, могут у определенных чиновников вызывать какое-то раздражение. Они люди конфликтные, они неудобные, они самостоятельно мыслящие, они задают какие-то вопросы, которые, может быть, не очень приятны. Но в целом, по объему заданных вопросов и по проблематике, которая озвучивалась, очень такая достойная проблематика, и республика не выглядит таким, знаете, сказать, регионом, где права человека попираются. Угу. Да, конечно, везде сложно, да, но мы очень достойно выглядим здесь. Да, конечно, есть вопросы, конечно, у нас и по различным аспектам возникают конкретные вопросы, потому что есть конкретные люди, конкретные судьбы, и слава богу, что есть правозащитники, которые занимаются этим и отстаивают интересы этих людей. Но каких-то вопиющих, не знаю, помните Благовещенск? Угу. Расправу с Благовещенском, да, но это же вообще было что-то нечто. Это целая карательная операция была против города фактически, но сегодня такого близко нет у нас сегодня. Наоборот, у нас сегодня, мы сейчас уже знаем, да, что Сибайский карьер фактически тлел задолго, до того, как Хабиров вообще появился в республике. То есть это не трехмесячная, не четырехмесячная программа, проблема, да. Она давняя проблема. Другое дело, что вот она обострилась к этому моменту. И то, что сегодня Хабиров приезжает в Сибай и ведет там переговоры с руководством комбината при огромном стечении людей, и все это открыто. Да, конечно, там, я понимаю, что там какие-то ПДК, там кто-то какие-то определенные структуры занижают, какие-то, наоборот, активисты, наоборот, пытаются привлечь к этому внимание, завышает. Но это такая обычная объективная картина. Всегда есть различные интересанты, которые так или иначе интерпретируют в свою сторону те или иные события. Но вот на этом фоне при СПЧ и разбирательстве, и то, что СПЧ поставит этот вопрос наверху и доложит Путину, и будет вопрос решаться о возможных компенсациях гражданам, понимаете, за здоровье, за... Это здорово. Так ведь здоровье-то никто не признает. Якобы ни одного случая нет вреда здоровью по официальным данным. Такое тоже возможно, допускаю, но мы же все с вами люди разумные, да, и понимаем, что если мы с вами какой-то дрянью дышали там месяц-два... Мы это понимаем, а врачи не признают. То по справедливости врачи не признают, потому что они, бюджетные люди, понимаете, они под козырек боятся. Угу. Даже не столько врачи боятся, сколько их руководство. Да, мы только что на роддоме видели, да, чего бы главному врачу этого концессионного роддома называть средние цифры зарплаты. Для чего? Назови ты реальные зарплаты этих людей, такие зарплаты, это объективная реальность, это правда, и все бы, и шито, и крыто, и никуда бы это не выходило, никакие топы. Нет же, понимаете, я просто на 120% уверен, что я же не звонил Хабиров и не говорил, ты там соберешься, скажи такую цифру, или там тот с администрации главы. Никто не выходил. Это она сама, она так понимает. Точно так же и эти врачи, которые в Сибае, так понимают. Наверное, при ССПЧ, может быть, это подвинет, потому что, по справедливости говоря, люди, которые дышали всякой гадостью энное количество времени, должны что-то получить, какую-то компенсацию. Все-таки многим наблюдателям показалось, что СПЧ неожиданно довольно-таки, в том числе для руководства, я уже не говорю даже для журналистов, приехали в республику. А сами представители СПЧ говорят, что мы знали об этой поездке еще в начале года. О чем бы это могло говорить, если это действительно так? Я так понимаю, что СПЧ все-таки это орган, который финансируется из бюджета, и все их поездки финансируются, и программа их работы, она расписывается заранее, и никакой авральщины, чрезвычайщины я в этом не видел. Да просто, понимаете, если бы это было так, если бы это, например, каким-то образом... кто-то там, не знаю, как-то хотел бы, понимаете, приехать сюда и мы нашли, да, что? Хабиров просто не пришел бы. Он бы уехал в командировку, в Москву, там, не знаю, в другую, у главы региона есть очень много способов, исхитриться и не появиться, да, вместе там замом присылать, кого угодно. Это вызвало бы еще больше вопросов, а так, в общем-то, лицо сохранилось. Секундочку, понятно, а тут
их встретили, и там готовились, и программа заранее была расписана, и Минтруд, и Хабиров. Все очень, очень достойно. Тут просто пресса, да, вот впервые. Мне показалось очень достойно. И зал хороший в Таратау, и приглашены все были, и Альмиру Жукову я там видел, и Лилию Чанушеву, ну и журналистские, и вы, и про Уфу. Ну, слушайте, все, кто хотел, все, у кого были проблемы, кто хотел задать вопрос, кто хотел, там действительно, у кого было с чем, они все пришли, задали. И их же никто не ограничивал. Наоборот, приглашали всех, понимаете? Вот другое бы дело, те приехали, а тут кордоном встали бы, и вот только пригласили бы, ну, условно говоря, только президиум Единой России, понимаете? А как вам, вот, я так понимаю, вы были, да, на первом заседании, где были общественники и представители Общественной палаты, например, Башкирии, там была дискуссия, понятно, там много было и перепалок личных, да, между правозащитниками даже, но в целом вот этот вот диалог между официальной, скажем, Общественной палатой и общественными деятелями, которые не входят в официальные структуры, плюс участие уполномоченного по правам человека, да, Рим Каюмов там был. Вот нет, получается, какого-то взаимопонимания между официальными органами, отвечающими за права человека, и между общественниками, которые сами непосредственно этим занимаются снизу. Вот с этой частью у нас как сейчас дела в республике? Ведь не все, слава богу. Ну, отчасти здесь проблема в том, что некоторые, ну, так сказать, часть этих людей сидит долго на своих местах. Нужна какая-то сменяемость, понимаете? Независимо, люди могут быть хорошие, но они к этому месту прикипают, у них появляются личные отношения со всеми. Эти отношения личные уже как-то, ну, не хочется там, понимаете, ссориться со всем. Поэтому где-то уже совсем вопиющие факты пытаемся, а где-то, может быть, так, ну, переговорили, ну, не получилось и не получилось. А это то, что касается, ну, скажем так, около государственных общественников, да? А те, кто, значит, правозащитники непримиримые, назовем их так, да, такие, вот, сказать, идейные правозащитники, конечно, они обижаются на то, что другие вопиющие случаи, которые, на их взгляд, требуют вмешательства, почему-то наверху ими не занимаются. Здесь надо, мне кажется, это такая проблема, в принципе, очень выгодной власти. Вот если у нас администрация главы, она, так сказать, умная и толковая, то она должна эту ситуацию свою, как бы, в свою пользу. И тех, и других надо привечать, и получать информацию и ту, и другую, и проводить совместные встречи, и вот там отделять зерна от плевел. Я говорю, конечно, многие неудобны, конечно, многие, ну, понимаете, сказать, и просто даже по поведению там, они эмоциональные, взвинченные, и это может отталкивать, но надо разбираться и искать зерно-то. Если там есть действительно проблема людей, которым надо помогать всем, там, не отделяя, кто эту задачу поднял. Ну и тем временем у нас продолжаются кадровые перестановки, хоть и медленнее, чем там несколько месяцев назад. Вот сегодня ушел в отставку Хайдар Валеев, председатель Центра избиркома. На ваш взгляд, это неизбежное было событие, прямо ожидаемое? Ожидаемое, конечно, ожидаемое. Хабиров неоднократно уже говорил о том, что он за честные выборы, он за легитимные выборы, он это подчеркивал, и подчеркнул это сейчас на встрече с СПЧ. А Хайдар Валеев причем? Вот ему сегодня дали и госнаграду со стороны ЦИК РБ, и ЦИК РФ прислал высшую свою награду, и грамота от правительства, и от кого только не дали грамоты. То есть и поблагодарили за хорошую работу, за честные выборы в том числе. Ну, у нас так принято. У нас так принято, у нас не бывает по-другому. Это нормально, это правильно. И предложили работу в администрации, отвечать за кадровые вопросы, кстати. Тоже хорошо, но Центральная избирательная комиссия, она как никто, да как этот орган, как никто другой, он должен быть святей Папы Римского. Если мы хотим, чтобы, ну, если временно исполняющий обязанности хочет, чтобы его выборы были честные и легитимные. А он хочет, на ваш взгляд, реально? Ну, а что не дает ему не организовать честные и легитимные выборы? Что, неуверенность в том, что он наберет, он уверен. Если верить тому Разоголову Ростиславу, что рейтинг подпирает потолок, то, наверное, да, честные выборы лучше, чем нечестные. Ну, вы знаете, мы же с вами общаемся с людьми, да, вот я сейчас, не делал замеров непосредственно, потому что, вообще-то выборы вот только объявлены, да, там. Нет, даже еще не объявлено официально. Да. Сегодня уже Рустам Маратович Ахмадинуров уже там объявил, сказал, что вот начались, потому что вот есть выдвижение, праймерис начинается, да, в Единой России.
Фактически это старт выборной кампании такой. И я хочу сказать, что мы же общаемся с вами, с людьми, и видим отношение к Хабирову. И, в принципе, Хабиров сегодня делает достаточно, так сказать, правильные, такие здравые шаги, и он импонирует многим избирателям. Ну, в смысле, потенциальным избирателям, да. Он активен, он ездит, он вникает. Но ведь и вопросы есть. Чаще всего посибаю. То он, значит, там, скажем так, поругался с активистами, сказал, что он не боится их, на митинги призвал не выходить, мягко говоря, призвал, да. Тут он говорит, что они используют вьетнамские, по-моему, вот эти вот приборы по измерению газа, а у них на самом деле приборы сертифицированные, российские, они это доказывают. Вот эти вещи ведь вызывают вопросы. Ну, я думаю, что кто-то ему это подбрасывает, как обычно у нас это бывает, да? То есть кто-то в окружении некомпетентен? Ну, да, какая-то идет искажение информации. Хотя, я просто не владею, я не был в Сибае, к сожалению, и просто не могу сказать об этом ничего квалифицированно. Но я думаю, что, во-первых, искажение информации идет раз. Во-вторых, понимаете, он, конечно, эмоционально, его можно понять. Ну, давайте мы уже об этом более подробно продолжим после перерыва. У нас сейчас новости. Напомню, что в гостях нашей студии социолог Арсен Нуриджанов. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. В Якутии власти существенно ограничивают возможность для работы мигрантам. Глава республики Айсен Николаев подписал указ, согласно которому мигранты не смогут работать, в частности, водителями и продавцами. Всего в перечне свыше 30 пунктов. Предприятиям дается 3 месяца на то, чтобы уволить иностранных сотрудников, работающих по патентам. Ранее власти Якутии обещали не допустить разжигания межнациональной розни в регионе. Обстановка накалилась после того, как уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Глава представительства Роснефти на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов задержан в рамках так называемого Хабаровского уголовного дела, по которому проходит и бывший губернатор Виктор Ишаев. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник. Ранее Роснефть объявила, что служба безопасности компании выявила злоупотребление в деятельности дальневосточного представительства. Сегодня в здании правительства Хабаровского края были проведены обыски. Виктора Ишаева допрашивают в Москве. По некоторым данным, ему инкриминируют злоупотребление при лесозаготовках. Россия призывает США отказаться от односторонних шагов, которые подрывают процесс ближневосточного урегулирования. Об этом зампоспреда России при ООН Владимир Сафранков заявил на экстренном заседании Совбеза в связи с решением США признать суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Недопустимо, чтобы наметившаяся положительная динамика подрывалась односторонними шагами, которые не только осложняют усилия по оздоровлению обстановки в Сирии, налаживанию политического процесса, но создают серьезные препятствия в деле нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Мы строго придерживаемся резолюции СБ 497, согласно которой односторонние решения установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительны и не имеют юридической силы. Постпред Сирии при ООН, в свою очередь, предложил США подарить Израилю несколько штатов. А представитель США призвал в ответ Россию оказать давление на Сирию, чтобы та вывела свои войска с голландских высот. Число обращений россиян в Европейский суд по правам человека сократилось в 3,5 раза за 8 лет. Как заявил замминистра юстиции Денис Новак, сейчас в суде находится 12 тысяч жалоб. Чиновник отметил, что Россия продолжает работу над внедрением новых постановлений ЕСПЧ в национальную политику. В частности, в судах клетки для обвиняемых заменяются на стеклянные боксы. Создатели фильма «Братство» обратились в Минкульт за прокатным удостоверением. Теперь у ведомства есть 2 недели на то, чтобы принять решение, сообщила ТАСС глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Ранее в сайте Федерации заявили, что картина искажает исторические события афганской войны. Сенатор Игорь Морозов ссылался на письма, которые поступают в его адрес. Предполагает, что картина выйдет в прокат 9 мая. Официальный курс доллара на завтра 64 рубля 80 копеек, евро 72 рубля 89 копеек. Сейчас в Москве плюс 2 градуса, ночью обещают до 4 мороза, завтра днем до 7 тепла, местами небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Герой. Кахарман. Незаметный герой. Хиделмеген кахарман. Незаметный герой. Хиделмеген кахарман. 3 игрока Салавата Юлаева признаны незаметными героями КХЛ. Салават Юлаев командаһының үз уйынсыһы Кыйтга хоккей лигаһының күҙгә күренеп бармаган каһармандары дип танылды. 3 игрока Салавата Юлаева признаны незаметными героями КХЛ. Салават Юлаев командаһының үз уйынсыһы Кыйтга хоккей лигаһының күҙгә күренеп бармаган каһармандары дип танылды. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. И сегодня персонально ваш социолог Арсен Нуриджанов. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Также в Телеграм можете слать свои вопросы. Мы к ним уже скоро перейдем. Тут кое-что приходит. Ну и давайте мы с вами мысли закончим, да, вот по поводу Радия Хабирова и того, как вот был вопрос, да, его реакции довольно-таки резкие. Да, так вот эмоционально можно понять его. Фактически это самый такой серьезный вызов за вот весь период, вот Сибайский кризис, это самое серьезное дело. И, конечно, ему хочется его преодолеть с минимальными имиджевыми потерями, максимально быстро и максимально выигрышно для себя. Но так не получается, и поэтому нервничает. Ну, если, то есть понятно, что он хочет, да? И понятно, что различные водные сыпятся, там вспышка слева, вспышка справа, это немножко выбивает его из себя, нервирует. Но ничего страшного, это проходит такая закалка политическая. Одно дело, ты чиновник в Белом доме, в администрации президента, там, когда у тебя все рычаги, всевластность, там, небожители. И другое дело, когда ты потенциальный губернатор, и вот ты тут на поле боя в штыковой атаке. Ничего. Опять же, тоже с точки зрения имиджевых потерь ничего страшного пока не происходит. Да, может быть, где-то рисковат, может быть, где-то грубоват. Ну, слушайте, но он и никогда перед нами не строил образ такого рафинированного интеллигентного, понимаете? Вот если бы это рафинированный интеллигент бы сказал, вот это было бы там когнитивный диссонанс. А, так сказать, Хабиров, борец, там, человек, который служил в армии, понимаете, я как вот человек, который 2 года в советской армии прослужил, я его прекрасно понимаю. То есть соответствует его имиджу. Да, абсолютно понятно все. Значит, вопрос к вам от нашего слушателя, который подписывается сегодня как Вайдар Халеев, ну, видимо, вот на злобу дня. Да. Почему вы, вопрос к вам, да, не участвуете в праймерис главы республики или не идете на должность председателя Центра избиркома? Так, ну, во-первых, должность председателя Центра избиркома не выбранная, туда не избираются, туда никто не предлагал и вряд ли предложат, поэтому что, увы, ах, вот могу только здесь на Эхе Москвы какие-то комментарии свои давать по этому поводу. Что касается должности, сказать, ну, праймерис. Я участвовал в праймерис «Единой России» один раз в Госдуму, вот, и даже дважды участвовал. Я считаю, честно говоря, праймерис это полным анахронизмом. Это дело в том, к сожалению, подчеркну, хотя я сам не являюсь членом «Единой России», эти праймеризы повсеместно по всей стране, они проходят по одному и тому же сценарию. Заранее известно, кто должен победить, и люди, которые там якобы должны объективно ставить оценки, так или иначе поставят нужные баллы, наберет тот, кто он должен. Поэтому никакого там смысла участвовать нету. И вообще никакого. Может быть, другой не победить, а вот, я не знаю, там, поучаствовать. Нет, но с точки зрения, если вы совершенно никому не известны, и вы хотите получить какую-то известность, чтобы вообще о вас узнали,
то, конечно, там поучаствовать есть смысл, потому что вы будете ездить, встречаться с людьми, что-то рассказывать и так далее. Но в, так сказать, там, таком прикладном контексте это, в общем-то, ну, так, потеря времени. Есть еще одна тема этого месяца, которое событие случилось буквально вот в преддверии столетия республики. Арестован, наверное, самый известный и такой последовательный национальный активист, да, политик Айрат Дильмухаметов. Этому предшествовали обыски, и, в общем, его обвиняют по новой статье, так называемой крымской, да, согласно которой человек якобы отрицает территориальную целостность России. Ну, здесь как бы вот вопрос с разных сторон, да, хочется осветить. Вообще, на ваш взгляд, откуда инициатива исходит, почему он был арестован, именно сейчас почему был арестован, вот, и какие, на ваш взгляд, перспективы этого дела? Ну, затрудняется сказать, почему именно сейчас и что ему вменяют. Вменяют видеоролик апреля прошлого года, кстати, вот, тоже. Ну, вот я тоже слышал, что апрель, я, правда, не видел, там, не пересматривал, но слышал, что якобы это видеоролик годовой давности. Не очень понятно, почему туда весь год ждали, если, так сказать, это было как бы раз. И какая необходимость сейчас. Ну, конспирологи говорят, что это сделано для того, чтобы не допустить его на выборы, значит, соответственно, вот он пропустил бы этот период. Ну, не знаю, честно говоря, не думаю, что у нас силовые органы сегодня работают в такой связке с губернаторами, что, ну, кому это выгодно, чтобы не допустить его до выборов. Ну, допустим, выгодно Хабирову, допустим. Тогда, получается, Хабиров договаривается с это же ФСБ его, насколько я понимаю, значит, с Федеральной службой безопасности о том, что, ребят, давайте что-нибудь нароем и давайте как-то так придержим его, чтобы он на выборы не пошел. Но когда выбор закончится, там, ну, хотите выпускать, хотите нет, там ваше дело. Ну, казалось бы, да, конструкция такая должна быть, да. Вот очень сильно сомневаюсь, вообще уверен, что такого даже близко нет. Сейчас силовые органы абсолютно не зависят от региональных, это не времена начала вот 90-х годов, когда все это было. И да, мы это видим по вот губернаторским посадкам регулярным, да? Что туда они посажали своих губернаторов, если на то пошло? Думаю, что это не связанные вещи, случайность. А то, что касается статьи, ну, я так понял, что СПЧ возьмет под свой контроль именно это дело с Айратом Дильмухаметовым и посмотрит, насколько там правоприменительная практика, поскольку она еще не сформирована, как она будет действовать и насколько там действительно есть основания привлекать его к уголовной ответственности. Ну, вот вы все-таки с ним знакомы, да, и более-менее знаете его позиции, слышали высказывания, в том числе в наших эфирах на протяжении последнего года. Но, на ваш взгляд, действительно есть в его позициях, в его высказываниях что-то такое, что претендует вот на, я не знаю, непризнание территориальной целостности? Нет, я, честно говоря, не помню такого, чтобы... Ну, там понятно, что сам момент присоединения по-разному можно называть, да? Кто-то называет его там аннексией, кто-то называет его добровольным вхождением, кто-то говорит, что это произошло на основании референдума, да? Это вот различные могут быть точки зрения, политологические, и там различные другие. Но вот такого, чтобы сегодня Айрат говорил о том, ну, неприемлемо, вот я такого не слышал. Мне кажется, наоборот, он тоже это как бы поддерживал. Ну, мы можем заблуждаться, мы, может, не все слышали. В общем-то, честно говоря, конечно, статья такая, так себе, на самом деле. Тоже опять надуманные, высосанные из пальцев, точно так же, как вот эти вот последние статьи и экстремистские, и по вот оскорблению верующих. Все, знаете, очень все надумано, очень. И непонятно как. Ну, я уже там говорил, приводил примеры, да, вот, да, оскорбление верующего, тогда, значит, если я православный, тогда вид мечети должен меня оскорблять или нет? Ну, к примеру, понимаете? Или люди, которые празднуют там Курбан-Байрам, они оскорбляют мое вот, чувство верующего как православного или нет? Ну, глупость какая-то, понимаете, получается. Мы слишком многоконфессиональная страна, у нас вот все вот религии связаны вместе, и мы настолько переплетены, что вот, я бы, конечно, все это декриминализировал, и правильно делает Путин, что вот идет по пути декриминализации, да, вот сейчас по перепостам вот эта статья декриминализирована, да, она там на административный уровень
Ну, когда там люди... Она-то да, но ведь появился сейчас новый закон параллельно, да, о фейк-новостях, во-первых, и второй, еще более вопиющий, об оскорблении представителей власти, об оскорблении величества его называют некоторые журналисты. Ну, вот все это, понимаете, такие передержки или как бы отрыжки культа личности. Это все оттуда идет. Потихонечку. Почему Потихонечку мы предлагает начинаем... депутат отдельный в Думе, это еще можно понять. И то, что Дума потом проголосует, тоже можно понять в принципе. Но ведь дальше это и Совет Федерации пропускает, и Путин подписывает в конце. Вот это вызывает вопрос. Ну, власти, те, кто готовит эти заключения по этим законам, они представляют власти определенные свои какие-то резоны. Власть, видимо, с ними соглашается. Я, правда, не вижу, честно говоря, здесь, какого-то там зерна такого, знаете, содержательного. Вижу, наоборот, желание подкрутить все гайки, но подкручивание гаек везде ведет к тому, что этот поезд остановится и котел может перегреться. Вот. Я бы, конечно, так, на месте власти бы 100 раз подумал, прежде чем... Ну, то есть, понимаете, это изначально справедливо и право граждан предъявлять претензии к своей власти. Если мы говорим, что именно народ является источником легитимности, источником власти, то уж к своим слугам, которых он набрал, получается, он своих слуг не может критиковать, что ли? Ну, так получается. Ну, это же, да, извините, это что за слуги, которые что хотят, то и делать, я не могу им сказать, что, ребята, вы что-то не то делаете. Ну вот мы начали-то говорить, что вроде с одной стороны некоторые вещи смягчаются, да, вот декриминализация 282 статьи, с другой стороны вот то, что мы видим законами об оскорблении, значит ли это, что в принципе вот эта система, машина власти, она вот уже идет, не знаю, своим чередом, пошла в разнос, грубо говоря, и остановить вот этот процесс невозможно, и это может к чему-то привести, или не согласны вы с этим? У нас всегда любая власть, она же является источником своей гибели. Она в процессе своей деятельности, она воспроизводит уровень энтропии, уровень распада вокруг, значит, материала таким образом, что рано или поздно сама попадает вот под это действие того, что она создавала. И так это было у нас и с империей, и с царизмом, это так у нас случилось с большевиками. То есть, чем больше мы хотим оградиться от этого, тем более разрушительные процессы начинаются изнутри. Это невозможно сделать. Весь мир прошел уже этот путь, и есть только 3 инструментария, которые работают и которые сохраняют статус-кво, какой-то гражданский такой договор между властью и обществом. Это свобода прессы, это независимые суды от власти, это свобода выборов. Вот у нас, к сожалению, с выборами тоже достаточно все напряженно. Хорошо, что Хабиров, как смелый, честный человек, он не отрекается от партии, он настаивает на том, что выборы должны быть честные и легитимные, и это очень хорошо. Но на фоне страны всей, таких единиц. Ну, какие реально это будут выборы, конечно, это покажет время. Ну, я сейчас даже по пожеланиям хотя бы. Слушайте, мы только что видели десятки выборов, где единороссы, потенциальные губернаторы, там идут как независимые кандидаты, пытаясь отстраниться от партии. У нас закон такой в республике, нельзя идти независимым кандидатом, нужно от партии быть. Ну, да, вы знаете, что мешало там, например, своевременно его подправить? Закон, да. Подправили бы. У нас депутат что угодно проголосует, понимаете? Ну, вот как раз перед депутатами тут на днях выступил министр внутренних дел Башкирии Роман Деев и предложил штрафовать граждан за ложные доносы на полицейских. Привел цифры и сказал, что там 9 из 10 доносов, как правило, бывают ложные, и сказал, что нужно санкции вводить, да, то есть ограничить количество жалоб от граждан в адрес полицейских. Ну, конечно, правильно, естественно, ты попал в катавашку, тебя избили там, пытали, ты пришел домой, написал жалобу. Естественно, пошла проверка, своя же. Выявила, что ничего такого не было. Ты вообще там не был. Конечно, за это надо штрафовать, естественно. А как еще иначе? Чтобы вообще неповадно было никому писать. Все же понятно, что это фактически опять псевдо такая забота о чести мундира.
вместо того, чтобы разбираться реально, независимо и по-честному выгонять бы из рядов тех, кто запятнал форму, понимаете, их проще прикрыть и сказать, что ничего не было, а тот, кто написал, он еще и вот ложный донос составил. А что, людям делать нечего, что ли, только сидеть писать? У нас сегодня, слава богу, не 37-й год, у нас доносительство сегодня массовой формы пока еще не приняло, поэтому пишут пострадавшие, как правило. Другое дело, что потом он пишет, что нет, не подтвердилось, ну так извините меня, так расследовали. На ваш взгляд, реально, что эта инициатива будет все-таки принята в нынешних условиях? Или поговорили и забыли? Я думаю, что у нас, конечно, депутатский корпус, конечно, такой покладистый, но до этого, я думаю, не дойдет. Ну и раз о штрафах заговорили, вот у нас начался процесс, да, вводятся штрафы за парковку в неположенных местах, а именно не просто под знаком «Остановка запрещена», на газонах, там, на площадках детских и так далее, чего не было многие годы. Кстати, говорится, что Гурултаю-то предлагалось это ввести еще 6 лет назад, он почему-то отказался, сейчас согласился. Правильная инициатива? Это правильно. Правильно, потому что все свободные места во дворах, на газонах заставляются машинами. И получается, что деньги, которые тратятся на озеленение дворов, на деревья, на траву, ну, это затаптывается, вкатывается в грязь. А потом, понимаете, это же грязь, которая разносится по городу и так далее. Но еще не хватает. Еще надо принудительную эвакуацию брошенных машин. У нас же в каждом дворе есть брошенные машины, брошенный автохлам. Почему им никто не занимается? Почему хорошую машину у тебя быстро с дороги увезут куда надо, а почему автохлам, который там загромождает подъезды и дворы внутри, почему-то его не убирают? На ваш взгляд, вот как специалисту в сфере ЖКХ, кто должен обеспечить автолюбителей парковочными местами вот во дворах? То есть кто эту проблему должен решать? На чьи плечи она должна лечь с точки зрения денег? Ну вот сейчас вот эта программа «Башкирские дворики», она как раз и позволяет жителям, принимая решение об этой программе, о ремонте своего двора, определять самим, сколько парковочных мест. То есть сокращают они газонное пространство, не сокращают. Понимаете, одно дело принять решение сократить газоны в половину и увеличить количество парковочных мест. Тогда на это потрачены деньги, газоны убраны, асфальт положен, бордюры стоят, да? Другое дело, что вы такое решение не принимаете, а в явочном порядке половина газонов у вас закатана в грязь, грубо говоря. То есть это жители должны принимать решение, что им надо. Они хозяева своего двора. А если двор отмежован, если жители отмежевали двор, то тем более. Они и вокруг дома могут принять решение. Тут вопрос возникает просто. Часть жителей, большая, наверное, часть со временем становится автолюбителями, но есть жители, которые автолюбителями не являются, которые являются принципиальными пешеходами, да? Должны ли все в равной степени в этом смысле скидываться на парковочные места для тех, у кого эти машины есть? Но, к сожалению, жилищный кодекс действует следующим образом. Большинство диктует свою волю меньшинству. Ничего другого пока нет. То есть демократия в чистом виде? Увы. За что боролись. Получается, все-таки автомобильное большинство в этом смысле в городе в конце концов должно выиграть во всех смыслах у пешеходов, у меньшинства? К сожалению, да. К сожалению, так и будет. Тем более, в любом случае, рано или поздно Уфа пойдет на платные парковки в центре города. Рано или поздно все эти машины будут выдавлены на периферию города. И они, конечно, будут заставлять все дворы. К сожалению, цивилизационный прогресс остановить невозможно. Люди хотят ездить. Но ограничивать нужно, да, получается? Вот вводя платные парковки, я не знаю, устраивая не расширение, а сужение улиц, как на то уже пошла Москва, например. Это вообще безобразие, конечно, полное. Я надеюсь, наши власти до этого не додумаются. Почему безобразие? Так это европейский опыт считается передовой, нет? Может быть, это европейский опыт и есть, но это очень тяжело для, так сказать, автолюбителей. Надо, наоборот, дороги расширять, где можно. У нас и так везде идет застройка. Вот, например, сейчас на Кузнецовский затон, да, у нас там большое строительство идет по Пугачеву. И мы видим, там все впритык стоит, дороги некуда расшириться. Через какое-то время там будет страшный коллапс на этой дороге, когда все туда переселятся. И что? А почему сейчас никто не думает-то? Почему, когда будет коллапс, когда будет стоять вся Пугачевская вот эта дорога, мы задумаемся о том, что да, надо что-то делать. Почему заранее-то? Где архитекторы, где вообще планировщики городского, сказать, этого пространства?
А, кстати, вот, ну, если предположить, что вы правы, да, и действительно дороги нужно расширять, хотя вот лично, на мой взгляд, это вопрос спорный, ну ладно. Вот сейчас как можно эту проблему решить? Условно, да, вот есть у нас временно исполняющий главы региона, есть система инцидент, которая, в общем, вот, цифры нам приводят, что было много обращений, они отрабатываются. На ваш взгляд, это вот можно такими способами пытаться решить? Навалиться, я не знаю, всеми жителями того же района, написать кучу обращений? Или это все уже не работает? Есть разные мнения, просто люди жалуются некоторые. Вот пишем, отмечаем в постах и Радия Хабирова, и Ульфата Мустафина, а реакции нет зачастую. К сожалению, вот это и есть, да. Хотя вроде как анонсировал, что на это будут моментально реагировать, и там назывались какое-то время, там, не знаю, чуть не часы. Вот. Такой быстрой реакции нет. И вообще зачастую никакой реакции нет. Я и сам пару раз написал в пару районов со своими обращениями, и вообще ничего не получил. Уже с сентября месяца, там, ну, или с октября, там, когда все это появилось. Ну, здесь сложный вопрос. Надо и так, и так, и так, и так, понимаете? И использовать любую возможность. Но про расширение дорог я просто хочу напомнить, что при Ирике Иваловой, когда вот вводилось это движение, там кое-где одностороннее, ну, вот по это центру. Вот, да, по центру, то дороги многие расширились, да, там проспект расширялся, там Сурюпа расширялся, помните, да? Конечно. Коммунистическое расширялось. То есть это расширение, да, ну, определенно сегодня дало эффект. Да, организовано пространство движения, но и тем не менее и расширение дорог тоже дало. Но вообще, конечно, по самому крупному счету, уж как, конечно, мне не тяжело об этом говорить, как автолюбителю с многолетним стажем. Конечно, урбанистика больших городов, она потребует развития общественного транспорта, сокращение частного потока машин вообще в город, то есть там машина нужна для выезда в город, а то и вообще тебе не нужна. Ну, к сожалению, мы к этому тоже будем идти, как бы там ни хотелось. Ну, сегодня, вы видите, уже парковки в Москве стоят как машина. Ну да, 280 рублей в час, например, в центре города. Ну, это за час, а вы представьте, если вы на 8 часов ставите и на 20 рабочих дней, это сколько она обходится вам? Да. Ну, вот мы затронули, да, вопрос, опять же, вот вернулись к Радио Хабирову со всей этой системой. Опять же, есть мнение, что даже сейчас, раз уж толком не работает, да, все эти обращения в соцсетях, то после выборов вообще все затихнет и замолкнет, да, потому что в таком режиме, в ручном режиме, как сейчас Радио Хабиров действует, работать долго невозможно. А система сама автономно работающая при этом не выстраивается, потому что система привыкает к тому, что придет большой дядя, да, скажет, что мы будем дожимать, и, в общем, будет решать, как мы дальше будем жить. Есть ли смысл радоваться тому, что сейчас происходит? Ну, смотрите, мне кажется, все-таки какие-то процессы идут. Во-первых, понятно, что абсолютно еще вся команда вообще не создана толком. Но мы видим, идут эти изменения. И для того, чтобы они прошли, нужно какое-то достаточно большое время. Потом людям надо какие-то поменять компетенции, понимаете, а для этого требуется время. Ну, вот как замген директор Республиканского фонда развития предпринимательства, я могу сказать, что я вижу, что вот идут регулярные консультации с ОСИ, например, да, они приезжают и очень много проводят аппарат Сидякина с ними времени, разбираясь, как, значит, развить предпринимательство, инвестиции. Но это надо, чтобы пришли, научили, обучили, показали, пока мы впитали, а потом стали применять. Время надо для этого. То есть какие-то процессы идут, просто мы любим так, что вот сказал, и за 2 месяца. Ну, переделать то, что люди привыкли делать, невозможно. Понимаете, мы очень все инертны, консервативны, и вот так вот сверху сказали, я сразу взял и перестроился, 100% нет. Нужен какой-то механизм. Мне кажется, что, тем не менее, команда Хабирова пытается эти изменения внедрить и пытается их делать системными. Другое дело, насколько они будут системными. Смогут они найти всех необходимых людей, на все расставить, смогут их обучить, смогут привлечь молодые кадры, которые по-другому будут мыслить. Ну, это такая задача стоит перед ним большая. Ну, и мне кажется, он и понимает ее, и позиционирует себя. Он же сам говорит, что я пришел там на 10 лет, да. То есть я хочу сделать республику там... Первый снова. Первый, да. Понимаете? Что вот. тут? Предпринимательство, Great again. Что там уж говорить-то? Ну да, в общем, фраза уже известна. Да. Про предпринимательство, вот, тем более вы по роду деятельности, да, связаны с этим. У меня всегда вопрос возникает. А разве работает предпринимательство, когда его сверху спускают? Условно, государство сверху учит человека, который, возможно, не имеет жилки, да, того самого, значит, свойства уникального.
А ему вот эта программа, ему какие-то субсидии, обучают его. Это разве не в песок деньги? Нет, нет, конечно, нет. Если государство вкладывает деньги в популяризацию предпринимательства, в обучение потенциальных предпринимателей, предпенсионеров, школьников, студентов, дает им азы предпринимательства. Я федеральный тренер корпорации МСП. Я читаю такие программы, как «Генерация бизнес-идей», «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Бережливое производство», «Финансовая грамотность», как с арендой. То есть более 20 курсов, где, в принципе, человек с нуля приходит, не понимает ничего, он выходит, он понимает, он создает бизнес-план, он понимает, как найти нишу, как сделать себе, и как строить бизнес. Это очень помогает. Люди с удовольствием на это приходят, различных возрастов, и существующие предприниматели, начинающие, и те, кто еще только задумывается, это очень полезная вещь. Слушать-то наверняка полезно, тут нет никаких сомнений. У людей уходит страх. Понимаете, сегодня, как я займусь предпринимательством, что я буду делать? Я ничего не знаю. Я боюсь. Так. Даже если у меня есть потенциал внутри, может быть, он и есть, но я ничего не знаю, я боюсь. А если мне все объяснили пошагово, все, я вооружен, я знаю, я вооружен, я готов. Но ведь предприниматель не зря боится, он же видит какие-то случаи преследования, опять же, да, те же силовики у нас не дремлют. Слушайте, по сравнению с тем огромным количеством предприятий и ИПшников, которые у нас есть, эти случаи там даже не 1%, а там тысячные доли. Чего ж там говорить? Уж давайте своими именами все называть. Но эти случаи как раз-таки огласке подвергаются. Эти предприниматели начинающие про них не знают. Не знают. Не знают. И в этом их счастье. Ну что ж, благодарю нашего сегодняшнего гостя, социолога Арсена Нуриджанова. Всем хорошего дня, до свидания. Всего доброго, до свидания. Никакого секрета.